Күн шерфініз қайырлы olsun саатлерде 15.30 эфирде заман. Бүгін Қырмыжғалының 844 күні кетмекте. Бұл саатқа olған қаберлерінен таныш етмеге азырмыз. Хизбут Тахрир іші бойынша шекленіп яқаланған Арсен Джипаровның сағлығы зайыфлашқан. Оның терісінде яра ве қотырлар пейда олған. СИЗО төшеклері бүтінлей битлі. Бұл ақта сияси мабусының сойсоплары бірлешкен Крымская солидарность тақымында білдірділер. Июнь 17 күні Ахмеджетінің Киев район махкемесі Арсен Джипаровны ве онен берабер яқаланған Рифат Алимовны сентябрь 8 күніне қадар апсте қалдырды. Оларны Ялта живарындаки Қызылташта та апрель 18 күні яқалаған еділер. Это вообще известно состояние дел СИЗО, из тюрьмы Симферопольской. Там очень много нарушений норм санитарных, и не просто там, скажем так, вот нарушений норм, а это здание очень старое, там очень плохие коммуникационные линии, все очень-то, загажено, и там и насекомые, и все там люди, если, скажем, в этом СИЗО положено быть 500 небольшим людей, я не помню точно цифру, там в 4 слишком раза перезагружено, в общем-то, количество людей в этом СИЗО. Поэтому спать они там по очереди на койках, камеры перегружены почти в 2 раза. Вот. Кроме того, насекомые разные, и люди, мы знаем, что искусственные, все, говорят, временами поднимаются, у них просто все в крови. Вот. И, в общем-то, кроме всего, там в камерах еще, кроме всего, такое положение, что, скажем, неприлично будет сказано, людям приходится там же оправдать свою нужду, и там же и едят, и, в общем, все это как-то очень плохо. Об этом уже мы говорим давно, но пока в общем-то, положение в СИЗО Крыма ужасное, на самом деле. Бақшсарайда қырсыланған Эрвин Ибрагимов янында туневін жемачылық полиция ве ФСБ назаретінде дуа кечірді. Анда қырамнан чешет көшелерінде 400-ге яқан қырымтатары топлашты. 27 күнден берлі Эрвин ақта еш бір малюмат yok. Майыс 24 ақшамы Ибрагимов арабасынен евіне қайтқан вақыт ДПС урбасында инсанлар тоқтатып, күчнен арабасындан шығарып Форд Транзит арабасына өкілеп, белі олмаған тарафқа алып кеттілер. Бұл епсі тюкен диварында ерлештірілген, көзетіже камераға түшкен. Эрвин Ибрагимов Бақшсарай региональ меджлисінің ве Бұтын Дүния Қырымтар Конгрессінің Ижра комитетінің азасы ола. Людей было много надуло, что все места, которые были подготовлены, были заполнены и переполнены. Стали еще на ногах. Молились, просили Всевышнего, чтобы человек вернулся, чтобы он нашелся. Наблюдение, конечно, было, и было довольно откровенное наблюдение. Скажем, не скрыто, не как обычно, поставили машину патриотами. Еще были машины, сидят, люди снимают, работники из спецслужб снимают, и все. Вот потом даже машина подъезжала поближе, и рассматривали, и снимали почти что в упор. Вот такое тоже было. Это все происходило сами под наблюдением и под честным наблюдением. Ну, как бы то ни было, мы поняли, что такие мероприятия проводить можно и нужно. Савченко пасыны сияси мабуслер азат етілмесіне ярдымжы олмаға чағырды. Бұл ақта о Авропа парламент ассамблея елбашысы Педро Аргамунта еле өткерілген Коршывы девамында сеслендірді. Бұне берабер Русия апсынден азат олынған Украин халық депутаты Надежда Савченко илкере делегат оларақ пасы топлашуында иштирак етті. Оз чықшында қырсыланған ве Рус апсынде болынған қырым татарлар ақта да хатырлатты. Я дуже бажаю миру в Україні і спокою у всій Європі. Я готова для цього конструктивно працювати і сподіваюся бути корисна цій асамблеї, і Україна буде корисною Європі. Але я хочу, щоб ви всі зрозуміли, що милуючи, як було тут сказано, мене і всіх українців, Путін не робив крок назустріч, а показував свою зверхність. Я була викраденою людиною, це порушення прав людини, і за це потрібно відповідати в Європейському суді. Так само були викрадені всі українці, які зараз знаходяться в Росії, і продовжується викрадення кримських татар з Криму. Зараз Україна стоїть на передовому рубежі вогню. Ми платимо за спокій Європи і за мир своєї країни, своєю кров'ю і за життями своїх людей. Я прошу вас підтримати нас в цьому своєю твердою, послідовною і чіткою позицією.
Тільки разом ми переможемо. Я не бажаю нікому пройти те, що пройшла я, те, що проходять зараз українці. І не бажаю нікому мати напряму такого сусіда, як Росію, тому що ви зрозумієте, як це нелегко. Нуман Челбежихан адына батальон өз байрағыны көтерді. Бұ қара емде ешіл түсте олған байрақтары ұстынды тамғалы қалқан ве мызрақлар. Сол тарафында ватан яда өлім язысы, сақ тарафында шехадет yazылған. Қырым блокада штабының елбашысы Ленур Ислямов білдіргеніне көре байрақ көтерілмесі тарихи вақиядыр. Қырымда қырымтатар байрақ күніне бағышланған байрамға азырлықлар башланды. Ойырсені июнь 26 күні өткерілі. Тешкілетшілар енді топонимик флешмобына илан еттілер. Иштиракчтер шымдыки койве қасаба адынен тікленген ишарет янында кяғытқа тарихи адны язып ресімге чықмақ керектір. Үне берабер генчлер квест кечірежеклер. Әр ел кечірілген концерт ве автоюруштен бұсене вазгечкенлер. Толы малюматны байрақ инфо сайтындан алмақ мүмкіндір. Bir yarışı 16 takım olacak. Kısmet olsa 16 takımdan seçim olacak. Yarın final olacak. Quest geçen yıldayın bu şehri boyunca olacak. Ve fotokonkursun bütün Kırım'dan ve tek Kırım'dan değil, ondan da gayrı yollayacaklar foto resimlerini bayrağının geçen yıldan bildiğiniz gibi yasak ettiler. Bu yıl ise biz oylayan formatı geçirmeye karar aldık orgkomitetinden. Украина шерви қасабаларының мейдан соқақ ве бақчаларына қырымтатар адыларына бермеге теклif етелер. Боле тешебүснен Қырымдаки Украин медени мерkezінің активисті Вильдар Шукурджиев чықты. Украина президентінің сайтында петиция тешкіл етті. Шукурджиев Қырым işғалінден құртарылғанны беклемезден Қытай Украинада декоммунизация кечірілгенінде қырымтатар халқының менфаатына есапқа алмаға чағырды. Петиция президент тарапынан бақылмасы үшін 3 ай девамында 25 000 имза топламақ керектір. Нас отфутболили опять на неопределенное время. То есть закон о декоммунизации будет применен в Крыму после деоккупации. То есть с таким итоговым заключением этот документ был опубликован. Выдвинул такую идею, как написать петицию для того, чтобы закон о декоммунизации был применен уже не с учетом оккупации, был применен непосредственно на материковую часть Украины. Что я хочу, что мы хотим? Чтобы ряд площадей, городов, улиц, населенных пунктов были переименованы в рамках декоммунизации, но уже с учетом крымско-татарского фактора. То есть у нас много достаточно исторических личностей, у нас много достаточно героических личностей, которые себя хорошо героически проявили во Второй мировой войне, которые проявили уже в рамках истории современной Украины. Достаточно вспомнить Ришата Аметова. Появляется одна кандидатура, это Мустафа Гаджимилев, например. У нас достаточно большой потенциал в научной, например, профессор Апазов. То есть, переименовывать есть в кого. Не нужно ждать, когда произойдет деоккупация, для того, чтобы нам вернуть наши же исторические названия. Кереш көпірі құрылмады, ләкин оны енді виртуал шекілде зиярет етмек мүмкін. Санкт-Петербургта өткерілген 20-ші халықара иқтисади форумда Лейханан тақдимнамесі өткерілді. Истегенлер сергіде виртуал көзліклеріні тақып вертолет вастасынен сияхат кечіре білділер. Беллеке Кереш көпірінің құружилығы 2 ел евелісі башланды. Оны 2018 сенесі сонына қадар ішкет шүрмеге планлаштыралар. Құрылыш башланғандан берлі көпір фияты 10 кере паллашты. Башланғанда оның иншаатына 24 миллиард рублей сарф етмеге планлаштыра еділер. Шымды оның фияты 250 миллиард рублиге қадар артты. Здравствуйте и добро пожаловать на аэроэкскурсию над новым мостом через Керченский пролив. Наш маршрут займет около 10 минут. За это время мы преодолеем почти 20 километров. От Таманского побережья вдоль Тузлинской косы и острова Тузла до Керчи. Осмотрим наш мост как следует. Впечатляет. Впечатляет, потому что я, честно сказать, в вертолете второй раз в жизни. Первый раз был реальный полет, это сейчас такой виртуальный, но ощущение реального действительно есть. Очень приятно было видеть все эти картинки, так грандиозный проект, прежде всего сам по себе мост,
грандиозен. Видео, вот эта презентация, она действительно очень интересна и реалистична, правда. Возможно, я неандерталец, и первый раз у меня такой опыт виртуальной реальности. Сделано фантастически. Полное погружение. Действительно, ощущение полета. Очень красивая презентация. Честно говоря, мне кажется, невозможно лучше представить Крымский мост. Теперь хочется, чтобы побыстрее он был именно в таком состоянии, в котором он представлен здесь. И, конечно, технологии создают совершенно другую реальность. Такой мост, он требует, чтобы по нему проехали не только в очках, а в реальности. Мне кажется, здорово, независимо ни от каких моментов. В конце концов, это все про простых обычных людей, которым жизнь станет гораздо проще, как он появится. Очень интересное впечатление. У меня был опыт полета на настоящем самолете. Я уже неоднократно летал, я прыгал с парашютом. И это такое достаточно правдивое впечатление. Хочется перегибаться, хочется чувствуется такой, как будто настоящий полет. Очень интересно посмотреть 3D-модель самого моста, потому что вокруг очень много информации, но все так достаточно отрывками, и не до конца понятно, о чем действительно идет речь. А в данной модели абсолютно четко представлено, понятно, что такое, что за... Қырымда курорт мевсімі ресми шекілде açılды, ләкин ялылар туристлеріні қаршыламақ үшін азырды кел. Ялтылы блогер Алексей Владимирович Семей зиялысында шығарған видеоны өз YouTube каналында ерлештірді. Евелсі қавиханелер олған ерде шымды чешет қалымтылар ве инсанлар өз арабыларыны қалдыра. Ратылынғанларының сайысы да пек аз. Туристлер Қырым оларыны бойлы қаршылай жағандан беклемегенлер. Итак, мы сейчас с вами находимся в самом начале набережной Семеиза. Вот на этом месте буквально 2 года назад еще стояло много кафешек. Сейчас сезон официально уже открылся, а кафешки, я так понял, и не будут открываться. Несмотря на то, что вчера было официальное открытие курортного сезона, люди не спешат открывать свои заведения, и некоторые заведения полностью находятся в закрытом состоянии, вот такие, как это заведение. По моему мнению, просто хозяину было невыгодно открывать из-за того, что слишком малая посещаемость курорта в 2016 году. Вот такая у нас набережная Семеиза сейчас. Яма как была на этом месте, так и осталась. И складывается такое впечатление, что никто делать ее не будет. Ну уж в этом году это точно. Вы откуда приехали сюда? Мы из Москвы. Ну что скажете? Сказать, что начались работы, мне кажется, уже можно было это начинать в начале марта. Как они сейчас же только начали делать что-то. А этих 3 месяца что делали? Ну это ужас, ужас. Развал, все санатории, все развалено, все закрыто. Пройти просто было страшно. Вы не ожидали такого эффекта от того, что Крым стал российским? Ну, вы знаете, наверное, нет. Вы думали, что здесь будет Лас-Вегас? Да, мы Да? думали, здесь будет лучше. Но как бы наши надежды не оправдались, нет. Мы решили, наверное, первый и последний раз. Сюда больше не приедете? А что ехать? Ахмеджите буй консулакнен Майя Анафиеваның концерті олып кечті. Ойкынжы кере Қырым Йылдызлары концерт программасыны тақдим етті. Ойынжы оз кечік шегіртлерінен чықышта болынды. Салон рықмарық толы еді. Сержілер концерттен айретте қалды. Мы очень благодарны всем зрителям и очень рады, что нас попросили дать 2-й раз концерт. Ну, гордостно так, наши дети справляются именно с всей хореографией. Я так переживала сильно, но они молодцы, они очень маленькие просто некоторые, очень мало занимаются. Это наше будущее, и если они будут в таком же духе заниматься, это будет супер. Мой ребенок ходит к ней уже на занятия в течение 2 лет. Я увидела колоссальное развитие.
продвижения в области танцев и вообще творческого развития. Ребенок ходит с удовольствием. Мои ханум вносят огромнейший вклад в сохранение нашей культуры, традиций, передачи его младшему маленькому поколению. Мы с удовольствием ждем эти танцы, мы смотрим на сайтах, все время ходим сюда обязательно с цветами, всегда посещаем. Мой ребенок очень доволен, мы даже снимаем на камеру, несколько раз просматриваем. Очень довольны вообще концертами, интересно, все это многогранно, все, очень много впечатлений. Усат қалған сонки хаберіміз еді сілерге күнлер тілейім невбетеки заман яйларымызны қачырманыз дайыма атыр өлі олыңыз көрішмек үзіре.